С момента начала военной операции с Ленского района отправились на Украину более 300 ребят. Кто-то из них был мобилизован, кто-то ушел добровольцем, подписав контракт. Многие на данный момент геройски погибли, кто-то считается пропавшим без вести, кто-то находится в госпиталях, где проходит лечение. Сегодня наша история об одном из бойцов, ленчанине Василии Белоброве, который служил в зоне специальной военной операции. Был ранен. После ранения прошел курс реабилитации, вернулся домой и продолжает служить. О том, что сподвигло Василия выбрать этот тернистый путь, как проходила военная служба и как изменилась жизнь после СВО, мы расскажем в нашей большой передаче. А начнем мы с самого начала. Василий Белобров родился на Донбассе, в городе Димитрове. Тут и становится понятно, почему мужчина оказался на СВО. Родители, когда Василий был маленьким, переехали в Крым. Прожив там 5 лет, как и многие, решили уехать в Якутию на заработки. Так и оказалась семья в городе Мирный. Там молодой человек закончил профессиональное училище и получил специальность электрик. Затем на 2 года ушел в армию. После того, как отслужил, познакомился со своей будущей супругой, женился. В Мирном родился старший сын. Время было сложное, рассказывает герой нашей передачи. Приходилось скитаться по съемным квартирам. Супруги устали и приняли решение переехать в Ленск, на родину жены. Купили квартиру, устроились на работу. Со временем накопили средства, купили дом. Сегодня у Василия Сергеевича 2 взрослых сына и маленькая дочка. Перед тем, как отправиться в зону проведения специальной военной операции, мужчина работал в МУАДе. Предприятие обслуживает автодорогу Ленск-Мирный. Сначала дорожным рабочим. Работа очень тяжелая, с утра до вечера на трассе. Колеса таскаешь, снег чистишь, мостики очищаешь. Очень тяжелая работа такая. Поработал некоторое время. Пошел я учиться, отучился на автомеханика. То есть, сначала повышал квалификации, автослесаря, так далее, так далее. До 6 разряда доучился, а это уже 6 разряд, как уже можно механиком работать даже. Вот. И так потихоньку, практически 15 лет я отработал в МУАДе. Потихоньку учился, к начальнику подходил, говорю, вот, у меня учеба начинается. Он, ладно, уже махал, иди, уже привык. То на слесаря, то на стропольщика, то еще на что-то, то медицинские курсы там заканчивал. То, так вот время пролетело, как говорится. Мой друг Витя Кириченко, он погиб. Вот. Он раньше меня ушел на войну, награжден орденом мужества посмертно. Вот. Мы за столом сидим, отмечаем 23 февраля, вот, против друг друга сидим. Он меня спрашивает, ты пойдешь? Я говорю, ты же знаешь, у меня только-только дочка родилась. Я говорю, и жена, говорит, наверное, не отпустит. Вот. Говорю, так-то, говорю, душой и телом, я говорю, готов. Попасть в зону СВО Василий хотел с самого начала военной операции. Но на тот момент дочь была совсем маленькая. Супруга попросила подождать мужа, пока ребенок немного подрастет. Сентябрь месяц, объявили мобилизацию. Я пошел в военкомат с всеми документами. Жену уговорил за полгода уже. Каждый день ей там, я не буду никуда ходить, я буду сидеть на месте, я буду при штабе, писарем каким-нибудь. То есть я в сентябре пришел, как раз он меня жену уговорил. Вот. Меня девочки в военкомате куда-то там в самый нижний список положили, говорят, если вообще никого не будет, мы тебе позвоним. Я потом сам звонил несколько раз, они, не надо, нет, сиди дома. И в декабре месяце они мне только позвонили. Говорят, ты не готов идти? Я говорю, да, готов. Ты точно уверен? У тебя 3 детей, там у тебя это самое. Я говорю, точно решил, все. И пока жена еще не отказалась, надо идти. Есть такая профессия, родину защищать. Из чего началась вот эта подготовка? В Владивостоке там с нас, скажем так, с якутов роту собрали, там были ребята с Удачного, с Айхала, со многих мест. В основном все с Якутии. Вот. Были ребята из Владивостока тоже. Были те, которые уже проходили военные, были на войне. Были сирийцы с нами, которые в Сирии воевали. Ребята, которые с нами делились опытом своим. Вот. Основная вся масса была это с Якутии, скажем так. Большая часть роты. Да, само собой, у нас очень хорошо тренировали. Стреляли мы очень много, и из гранатометов ребята стреляли, и медицинская подготовка в том числе. На медицинской подготовке я себя хорошо показал. Меня назначили санитаром сначала взвода. В январе 2023 года Василия и еще несколько его товарищей отправили на Украину. Сначала мы были под Волновахой, там
3-я, 4-я, линия обороны 3-я, 4-я. То есть там еще далеко-далеко до фронта. Снаряды и противника периодически там долетали до города, до Волновахи. Вот. Ну, у нас как бы там ничего не трогало. Ну, это специально, чтобы попривыкли маленько, увидели, что это такое. После роту перебросили в Мариуполь. Там тоже некоторое время проходили тренировки на воинскую слаженность. Затем на Угледар, а оттуда на передовую. Когда были под Мариуполем, меня уже назначили фельдшером роты. Затем мне выделили, так скажем, в подчинение 4 человека. Вот. Хорошие ребята, отличные. Чтобы я их тренировал, их задача была эвакуация раненых. Да, моя уже непосредственно оказать помощь, первую медицинскую помощь оказать, вот, чтобы для дальнейшего убытия в госпиталь. Потом мне назначили командира эвакуационной группы. Тех ребят, которыми я натренировал, как доставать раненых, как их делать первую перевязку, жгут наложить или какие-то там другие действия произвести, ну, помощь раненому, да, потому что там, например, ну, всякая ситуация будет, например, может быть просто оглушен или, например, даже паническая атака, ну, то есть паника может у человека случиться, как приводить в чувство человека, все это я им объяснял. Вот. Как доставать раненых, как эвакуировать на носилках, вот, как, чтобы человек не упал, ну, раненый, который будет, чтобы его тащить, чтобы... Вот. Тренировались, вот я их натренировал хорошо. Слава богу, все живые, все с орденами, медалями ребята мои, по несколько ранений получили. Вместе со своей эвакуационной группой Василий отправился на передовую. Был командиром, ответственным за эвакуацию раненых с поля боя, оказание первой помощи и отправки бойцов в госпитали. Обучайся на войне очень быстро. Учение быстро очень проходит на войне. В первый день мы когда туда попали, у нас на касках белые полоски, на рукавах тоже обозначения белые везде. Вот. У меня знаки медик здесь, здесь, там красные кресты. В общем, такой там снайпер так сидел, вот думал, молодцы ребята, что называется. Вот. Ну, имею в виду снайпер вражеский. Вот. В первый день мы попали в такую заваруху, что не дай бог кому. Вот. Ну, вышли все целые. После этого я понял, почему нас заметили, почему на нас такой интенсивный огонь открыли по нам. Со всего, что только можно. Когда уже маленько откатились назад, на точку эвакуации, я с себя все посрывал, все эмблемы, абсолютно все, со своих подчиненных все посрывал. И потом, кто к нам приходили новенькие уже, то есть шло наступление на Угледар, и прибывали почти каждый день там группы по 5, по 7 человек, получается, для захвата блиндажа или окопа выходит обычно двойками, тройками. Вот. То есть приехали на передовую, доставили 5-6 человек, и через какое-то время они уходят уже на штурм. Вот. Тоже ребята новенькие приезжали, вот, я с них тоже все сдираю. Они, а как мы узнаем? Вы друг друга пятером видите, знаете. Вот. А остальные там все враги. Там... Вот зачем это вам надо? Говорю, зато вот эта вот ленточка, вот это вот, особенно из скотча белая сделана, она, говорит, видно за 10 километров. Они только радостные там не ждут, когда же появится ленточка эта, где-то мелькнет, бликнет. Она, когда сумерки, очень хорошо ее видно, прям вообще вот эту вот ленточку. Во время нашего разговора про опознавательные знаки на форуме бойцов Василий вспомнил историю, которая буквально спасла жизнь его сослуживцу. Случай был такой еще до того, как мы заходили на боевое. Под Мариуполем рассказывал нам один сослуживец, у него позывной «Еврей» было. Вот. Почему еврей, сейчас расскажу, очень интересно. Значит, был бой, и он по ошибке заскочил во вражеский окоп. У него не было никаких эмблем, и противник его признал за своего. Он посидел с ними, чай попил. Значит, там погутарили. Вот. Он там больше молчал, больше угукал, агахал. Вот. Когда посидели, чай попили. Вот. Они там давай разтачиваться, расходиться по своим местам. Он, значит, берет свой автомат и, значит, потихоньку до дома, что называется. Вот.
Те он потом туда вслед кричит: да ты куда пошел, там же русские, там же русские. Он такой махнул рукой: да я знаю, типа. Вот. И потихоньку вернулся таким образом. Вот. Да, то есть вот я вот вспомнил его рассказ вот этот, и поэтому всем ребятам говорю: все, сдергивайте себя, потому что то, что как бы нам показывали, обучали, это немножко неправильно. Одно дело, когда там на тренировках вот это вот все, а другое дело боевые, когда действия. Встретиться с врагом лицом к лицу, признается боец, ему не пришлось, но голос слышал их постоянно. Переговоры по рации, во вражеских окопах, когда медик выносил раненых бойцов, он тоже звучал издали. На руках командир эвакуационной бригады каждый день эвакуировал десятки своих товарищей, тех, с кем уходил на СВО и проходил службу. Ваня, вот, которого я доставал лично, да, вот, он погиб из-за того, что птички сброс скинули. Он был на доставке, доставлял нашим бойцам продовольствие, воду и медикаменты, патроны. Вот. И когда уже задачу свою выполнил, возвращался назад, прилетели дроны и закидали их просто гранатами. Вот, они не успели убежать. Вот. Мне когда сообщили, что Ваня в лесополке лежит, еще раненый, он, ну, сказали, что его ранил, он в лесополке лежит. Вот. Я быстренько, буквально за одну секунду собрался и побежал его, потому что мы отсюда уходили, я его лично не знал, как бы это самое. Вот. Меня там даже, говорили, там, да сейчас группа эвакуационная заберется, там, я говорю, нет. Прибежал, но я уже прибежал, он уже все, он уже кровью истек, уже все. И вот я вот на себе вытаскивал его. Иногда было страшно, признается Василий. А вот в день своего ранения это чувство вовсе отсутствовало. Но он ему запомнится на всю жизнь. В середине апреля 2023 года вместе с группой бойцов они отправились на выполнение очередного боевого задания. Пришел приказ, что двое тяжелораненых нужно доставать. Вот. Я сначала пытался пройти рано утром, но не смог дойти. Прилетели птички, нас гранатами обкидали. И у меня к тому времени только один остался мой подчиненный, остальных всех ранило. И вот мы с ним вдвоем пытались пройти. У нас не получилось, птички налетели, гранаты на нас побросали, мы отступили. Вот. Потом еще пытались пару раз пройти, опять-таки тоже не получалось ничего. Я решил дождаться темноты, когда маленько стемнеет, и вечером пошел. Вот. Самое интересное, по этой тропинке ходил несколько раз, и ничего не было. Вот. Я пошел очередной раз, у меня уже и боксера тогда к тому времени забрали вечером, ну, поехал отдыхать. Ко мне привезли новую группу эвакуации, ребята не обстрелянные были еще, первый раз вообще на боевую пошли. Вот. И я впереди пошел, ну, дорогу знаю как. Потому что их привезли 4 человека. Мы шли утром, мы ходили вдвоем, на эвакуацию пошли. В принципе, трое человек достаточно для эвакуации. Вот, а их привезли 4. Ну и я не мог сказать им, что вот вас 4, там, идите туда. Вот. Просто я понимал, что ребята не обстреляны, и куда они пойдут, и что с ними случится, потому что я сам в такой ситуации побывал в первый день. И проконтролировать надо было их. Я поэтому пошел впереди, они следом за мной. Я когда шел впереди, под Угледаром, на нижних дачах, вот там это случилось, подорвался. Самое интересное было, я когда подорвался на мине, мина противопехотная, ПМ-4, насколько мне потом сказали ребята, что это была там ПМ-ка. Шел медик со своей бригадой, все держались на определенной дистанции друг от друга, как учили командиры, чтобы в случае подрыва или сброса гранаты не пострадать всем скопом. Иду, подрываюсь, упал на землю и смотрю, мой ботинок вот так вот летит. Я думаю про себя, ёшкин кот, 25 тысяч улетело. Первые мысли были мои такие. Потом уже смотрю, ну, ботинка нету, само собой, носок оторванный, ребят нету, и как ветром сдуло. Говорю, ну ладно, понимаю, ребята не обстреляны, испугались, убежали. Достал жгут наложил, поставил себе 2 укола нефопана. По рации сказали, что выдвигается ко мне навстречу.
Разведчики помогли ему добраться до штаба, а после бойца отправили в госпиталь. Потом один госпиталь сменился другим, и так 8 месяцев подряд. Василию пришлось заново учиться ходить. Еще забавный случай. Лежу в госпитале Вишневского. Меня старались определить самые лучшие палаты, самые лучшие госпиталя. Когда я в Волновахе был, на операции лежал, там врачи мои тоже знакомые были, мы же в Волновахе мы жили, и я туда частенько ходил. То гуманитарку отнесу, какую лишнюю нам, если доставят лекарства, то больных с роты отправлял, значит. Вот. Ну, у солдата то зуб заболит, то еще третье, десятое. Вот. Сначала подходили ко мне, а потом с ними ездил в Волноваху в больницу. Вернее, госпиталь прифронтовой. И там все врачи меня помнили, знали. Вот. И они мне красный крестик поставили в уголку. Это самой моей медицинской карты. Вот. Это я потом узнал, что это значит, означает, ну, что я свой. И везде в госпиталях ко мне уже как к родному. Они только открывали это дело больничное. Видели в уголку красный крестик, и все. И меня в самую лучшую палату, самое, что ни на есть, где-то лучшее. Вот. Я лежал в палатах с генералами различными, с полковниками. После ранения заканчивать с воинской службой боец не собирался. Там же, находясь на реабилитации, он окончил офицерские курсы и получил звание младший лейтенант. Василий рассказывает школьникам о подвигах российских военнослужащих, живые истории из жизни в боевых условиях, об оружии, которое применяется в зоне СВО. Он делится с ребятами своим опытом, как остаться незамеченным противником, как укрыться от беспилотников и артиллерийских снарядов. Фельдшер – это практически, как доктор на войне. Спросил, ты умеешь ставить уколы? Умею. Капельницу поставишь? Поставлю. Перевязку сделаешь? Сделаю. Все. У меня нет медицинского образования. Просто был назначен и все. Потому что других не было никого кандидатов. Всех, кто были, или убиты, или ранены. На войне в первую очередь хочется всегда за медиками. Почему? Знаете? Потому что они жизни спасают. А на любой войне первая задача – это убить противника, уничтожить. Школьников интересует все о жизни бойцов. Парни спрашивают про оружие, выполнение боевых задач. Девочек больше интересует быт военнослужащих. От вопросов всегда нет отбоя. Лежу на операционном столе, вот так вот. Здесь у меня стоит физраствор, потому что кровь потерял много. И врачи там копаются. Пытаются мне ногу спасти. Я на локтях приподнимаюсь и начинаю им советовать. Я говорю, да что вы там, вот меня там перекройте, вот, кровь брызжет, там, завяжите вену. Они такие, ты, Вася, успокойся уже, ты заколебал, это что ж такое? Я опять, вот тут подрежьте косточку, ну нафиг она торчит, не надо ее. Да ты успокойся, лежи уже, хватит. Я говорю, опять третий раз приподнимать. Они говорят, так, что нам сделать, чтобы ты, Леха, лежал спокойно, не мешал работать? Я говорю, так вы, говорю, димедрол, мне вот укольчик поставьте вот здесь вот, 2 кубика. Я от димедрола сразу спать лягу и вас трогать не буду. Я же вам советую, вы же меня не слушаетесь. Да, блин, точно. Поставили мне димедрол, я уснул. Я спрашивал, какова была цель и насколько человек был храбр, когда решился добровольно идти на войну. И как раз узнал, как относились к этому родственники, они переживали. Я достаточно много чего узнал, и мероприятие было интересно и познавательно на самом деле. И было приятно поговорить. Очень интересно, много нового узнали. Как люди вообще живут, какие травмы получают, какие последствия. Заместитель военного комиссара делился с ребятами чувствами, которые переполняют каждого бойца, когда они получают весточки с родной земли, когда им приходит помощь от ленчан. Боец с гордостью рассказывает, что Якутия одна из тех, кто помогает своим ребятам на СВО. В завершении разговора Василий всегда отмечает, что, несмотря на ранения, он остается военнослужащим, и если понадобится, в любой момент он готов снова вернуться в зону СВО. Недавно герой нашего репортажа стал почетным гостем и на конкурсе песни из строя среди воспитанников детских садов. Морячки, к смотру строя и песни. Построен командир отряда Таисия Тукаева.
У Василия Белоброва большая и дружная семья, большой дом и множество хлопот и интересов. Василий занимается спортом, ведет активный образ жизни, помогает жене по хозяйству и проводит время с детьми. Семья, признается герой нашего репортажа, самое дорогое, что есть в его жизни. С супругой они вместе уже 27 лет. Я пока лежал в госпитале, очень много видел, скажем так, ребят, которые потеряли семью, когда они остались инвалидами, там, без руки, без ноги, жены их бросили. Вот. И ребята были потеряны, и все такое. И я когда приехал домой, я жене сказал: ты у меня больше работать не будешь. Будешь сидеть дома, отдыхай. Ты это заслужила. Она домохозяйка у меня сейчас, да. Она вот буквально, она сидела до 3 лет по уходу за ребенком. Дочке исполнилось 27 января 3 годика. Она меня жена спрашивает: ты не передумал? Ты уверена? Я говорю: я уверен, солнце мое. Ты это заслужила, ты меня дождалась, ты семью нашу сохранила, ты лучшая всех. У меня сейчас слезы пойдут. Ой. После службы на СВО у Василия появились новые друзья. Среди них боец с позывным «Пробел». В зоне проведения специальной военной операции он служит в роте БПЛА. Некоторое время был штурмовиком. У мужчин завязалась крепкая дружба. Вместе убыли непосредственно на зону специальной военной операции, где служили вместе. Он находился на тот момент у нас в медицинской группе, занимался эвакуацией и спасением, так сказать, наших боевых товарищей. И в определенный момент просто получил ранение, по которому, так сказать, и списался. А я также дальше продолжаю служить. Как товарищ, как человек, он один из лучших товарищей, он постоянно переживал за нас, он всегда беспокоился. Он никогда не был каким-то там хладнокровным или еще что-то. Он все время, наоборот, поддержка, что-то нужно было там по медицине, по помощи какой-то, по совету, он всегда откликался и помогал, по мере своей возможности. Герой нашего репортажа был награжден Орденом Мужества. Пример Василия Сергеевича доказывает, что настоящие герои – это люди, готовые отстаивать права и свободу своей страны ценой собственной жизни. Они отправляются на Донбасс не ради подвигов, славы и наград, а потому что им так велит сердце. Ведь защита Родины начинается с любви к ней.